Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bul. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! И сәнмесіз хөрмәтле дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня мы приготовили для вас самый настоящий сюрприз. Вы не поверите, с нами сегодня готовит народный артист России Борис Владимирович Клюев. Встречаем, друзья! И сәнмесіз Борис! Безмерно рады вас видеть на нашей татарской земле, на нашей татарской кухне. Ура! 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 Мне тоже очень приятно. Борис Владимирович Клюев, народный артист России, актер Малого театра. Родился 13 июля 1944 года в Москве. Потомственный актер. Впервые вышел на подмостки еще в школьном возрасте. По окончании Щепкинского училища поступил в Государственный академический Малый театр, где служит и по сей день. В кино дебютировал в 1970 году в фильме «Крушение империи». С тех пор им сыграно более 150 ролей в кино. Диапазон киноролей актера колеблется от теневого премьер-министра Майкрофта Холмса до директора ФСБ, от президента Соединенных Штатов Америки до сварливого отца семейства Николая Воронина в сериале «Воронины». За эту роль в 2012 году Борис Клюев был удостоен премии ТЭФИ в номинации «За лучшую мужскую роль». На протяжении многих лет он преподает в Щепкинском училище и имеет ученое звание профессора. Мы сегодня будем готовить татарскую кухню, но разговаривать будем по-русски. Но я постараюсь в процессе не только научить вас, как готовить самое вкусное татарское блюдо ышпышмак, треугольник, да, но и некоторым татарским словам, я думаю, мы сегодня научимся. Вот татарское слово «исямесес» – это «здравствуйте». Исамес. «Исямесес». Вот так вот красиво начали. Треугольник. Из чего мы его готовим? Дрожжевое тесто и начинка. Это картошечка, урожай 2015 года, говядина и лук. Все очень просто? Да. Ну и, конечно же, ваше присутствие и наше хорошее настроение. Начинаем. Начинаем. Я предлагаю, что вам ближе по духу, резать мясо или картошку? Мне абсолютно все равно. Давайте, что вы командуете. Мясо резать тяжелее, поэтому доверяю его вам. Начинаем. Отлично. Режем его на мелкие кусочки, на кубики, где-то сантиметр на сантиметр. И я вот обычно сразу смотрю, как вот ведут себя наши гости. Смотрите, правильный захват ножа. И сразу... Вы часто готовите? Нет. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я предпочитаю, чтобы этим занималась женщина. Как, кстати, и мой герой в сериале. Но вообще, мне кажется, в сериале вы либо ругаетесь с женой, либо кушаете. Вот у вас два амплуа. Да. Что вам ближе? Ругаться с женой. Потому что после этого бывает хороший аппетит. Сейчас миллионы зрителей, мужчин согласились с вами. Ваше любимое блюдо? Вот не только в сериале, а вообще в жизни. Ой, вы знаете, их много. Причем самое интересное, что они в процессе жизни меняются. Раньше я очень любил мясо. Чем я старше становлюсь, тем я его стараюсь меньше есть. Стараюсь больше сейчас есть овощей. Так, тогда в ваш треугольник я положу меньше мяса. Хорошо, договорились. Нет, ну треугольничек небольшой. Там можно. Что там, я знаю. Я тут в гостях полную тарелку треугольничков съел. Но вы вообще часто бываете в Казани? Какой у вас приезд уже? 6-й или 7-й. Вот как наш город? Похвалите нам, пожалуйста. Я вам скажу, что просто вот у меня есть дистанция, и поэтому я скажу, что город очень вырос, он очень изменился. Я помню, первый приезд мой был, несмотря на то, что мы жили практически рядом с театром, улица была разбита так, как после бомбежки.
все лежачего полицейского ставить не нужно. Он уже там был. Да, там все ехали и боялись. И как-то тут на встрече я сказал, я говорю, скажите, пожалуйста, а что случилось? Деньги не выделяют. И вы знаете, на следующий мой приезд, смотрю, асфальт положили. Я думаю, что, конечно, и нужно отдать должное, что вы замечательно проводите все мероприятия, которые в вашем городе устраивают. И нужно отдать должное, что, конечно, руководство очень внимательно следит за развитием города. И ведь вот даже с точки зрения в прошлом спортсмена, трижды вы были чемпионы. Это в одном городе 3 чемпиона было. Баскетбол, футбол и хоккей. Ну, это, А еще волейбол. волейбол, да. 4-жды. Да, да. Приятно, когда гости с Москвы все помнят и вслух говорят оказания о наших чемпионах. Да, да. Спасибо. Нет, это Спасибо здорово. за доброе слово. Спасибо. Это заслуженно. Так, по мясу все великолепно. Не очень или помельче еще? Ну, можно еще вот прям на 3 части делить. Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, с какими спектаклями в этом году вы к нам пожаловали? В этом году мы привезли последнюю премьеру, где я участвую. Это спектакль «Маскарад». Он поставлен был к 200-летию Лермонтова. И как бы театр еще и подарил мне к моему юбилею такую замечательную роль, как Евгений Арбенин. Это, как его называют, русский Отелло. Вот. Спектакль очень тяжелый. Помимо того, что это стихи, а это всегда сложнее, он требует очень большой эмоциональной отдачи. Поэтому, вот отыграв полностью спектакль, я в нем худею. А вообще, вот что вам ближе, кино или театр? Вот вы в театре почти 45 лет, даже больше. 46. 46 лет. Ну, вы знаете, я честно скажу, я театральный артист. Я понимаю, что кино дает популярность огромную, очень усиливает материально-техническую базу, но театр – это дом. Я даже в свое время вывел такую формулу. Кино – это как молодая красивая любовница, а театр – это как жена и семья. Потому что самое хорошее кино, какое бы оно ни было прекрасное, оно заканчивается. А в театре есть работа постоянно. И за вековую историю театра очень много наработано ролей, которые для любого возраста. Короля Лира можно играть и в 100 лет. Поэтому я очень люблю театр, я люблю вот эту необыкновенную атмосферу. Я люблю бывать в театре, когда мы находимся в отпуску. И мне очень нравится, когда театр молчит. У меня даже такое впечатление складывается, что он так отдыхает, потому что обычно все это шумно, музыка, свет, а тут он отдыхает. И я пускаю свою фантазию в этот момент и думаю, какое количество людей работало на этой сцене. Говорят, что души актеров, они живут в театре. Поэтому мне это нравится больше, чем кино. Мы продолжаем готовить эшпычмак. Начинка у нас практически готова. Осталось порезать лук. А сейчас мы картошечку и говядину соединим вместе. Так. Все это перемешаем затем. Поперчим, посолим, и начинка будет готова. Итак, порежем лук. Лук режем мелко, быстро и не плачем. Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот с чего начиналась ваша слава? И были ли у вас с детства мечты стать известным популярным актером? Нет, с детства не было. Более того, я мечтал быть капитаном дальнего плавания. Думал, поеду в Питер, поступлю в мореходку и обойду весь мир. Но в 6 классе к нам пришла народная артистка РСФСР Клавдия Михайловна Половикова. Причем, знаете, как и вот тоже судьба, как интересно складывается. Она была выпускницей студии Малого театра. Была такая студия очень известная, из нее вышло очень много
замечательных, талантливых людей. Внучка ее училась в нашей школе, и она пришла и поставила спектакль «Чертова мельница». И вот тут во мне, очевидно, гены папы пробудились. Успех был колоссальный просто. Вы знаете, в школе, чтобы тебя в буфете пропустили без очереди, Это либо ты сын директора, либо звезда. либо это признание. И вот почувствовав это, вдруг я неожиданно понял, что как мне это интересно. И все, и после этого я пошел в театральную студию при Доме журналистов. Там была такая Вера Герасимова. Она бывшая актриса, она руководила этим коллективом. Причем самое интересное, прошло много-много лет, я уже был студентом театрального института. Она мне позвонила и сказала: Боря, а вашего папу звали Володя? Я говорю, да. Она говорит, мы с ним работали вместе. Ну это надо же, представляете, судьба просто какая-то. И благодаря вот этому я познакомился с такими же увлеченными людьми театром. И, конечно, я уже стал бредить просто театром. Я вытащил папины фотографии в ролях, а потом, не надо греха тут таить, слава, которую я испытал в буфете, она пробудила мое честолюбие. И я стал об этом тоже думать, что хорошо быть известным. Но как вы считаете, вот в те времена какая роль принесла вам успех? Нет, ну первая такая известная роль – это Д'Артаньян и три мушкетера. Граф Рашфор. Вот это была такая первая роль, где я испытал, я очень хорошо помню это ощущение, мне нужно было купить радио. И мне нужно было по цвету очень точно определенные. И я стал выбирать, и вдруг смотрю, на меня как-то странно продавщица смотрит, поигрывая немножко глазками. Я думаю, что это она так? Неужели я так сегодня хорошо выгляжу? Вот, но... Потом, смотрю, она привела подругу, и они вдвоем стали. Я понял, что они узнали. Самое интересное, моя была реакция, что я покраснел и быстро-быстро ушел. Такова она, сложная жизнь народных артистов, друзья. О, до народного артиста еще нужно было работать и работать. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, это программа «Секреты татарской кухни». Дорогие друзья, мы продолжаем готовить очпочмак. И сегодня у нас в гостях актер театра и кино, народный артист России Борис Владимирович Клюев. Борис Владимирович, еще раз большое спасибо, что вы сегодня с нами. Итак, начиночка готова. Да. И сейчас тесто. Да, конечно. Но тесто у нас удалось, тесто у нас поднялось. И сегодня мы используем дрожжевое тесто, но можно очпочмак готовить и с пресным, в принципе, с любым тестом. Так, немножко муки. Муки обязательно. Вы, пожалуйста, контролируйте. Я сейчас первую часть возьму на себя. Да. То есть мы его раскатываем в колбасочку, потом все это нарезаем на маленькие кружочки, и дальше уже, как говорится... Но основное я возьму на себя. Вот. Как всегда, за все эти 46 лет, которые вы проводите в Малом театре, все на ваших плечах. Да. Расскажите секрет, как можно 46 лет работать в одном театре? Как не переманили, как сами не ушли? Вы знаете, я человек такой преданной команде. Я очень люблю Малый театр. Это ведь не просто театр, это огромное культурное заведение. В этом году у нас 260-й сезон, представляете? Я всегда мечтал работать именно в большом серьезном театре. И Малый театр как раз отвечал именно всем вот моим параметрам. А меня после окончания пригласили несколько театров, и передо мной стоял выбор. Я очень хотел поступить в театр Моссовета, но когда я к ним пришел туда поступать, мне сказали: а вы куда вас еще пригласили? Я говорю, ну вот этот театр, этот, и вот и Малый. Они говорят, и вы думаете? Вы что, говорит, императорский театр лучше не бывает. Ну, тогда мне было не с кем посоветоваться по этому вопросу, и я понял, что нужно доверять. И я пошел в Малый театр, и, конечно, нисколько не жалел, потому что, да, трудно, да, ты меньше работаешь, чем в любом другом театре, но зато ты набираешься очень хорошей школы.
А мне с моей индивидуальностью, в общем, приходилось играть очень много классики. И я вот благодарен тем, что моя актерская школа вот именно выросла на классике. И были замечательные педагоги, режиссеры. Меня пригласил в театр Леонид Викторович Варпаховский. Я ему очень обязан и ценю все, что он для меня сделал. И, конечно, Борис Андреевич Бабочкин. Это тот человек, который очень любил молодежь и который очень интересно работал с молодежью. Вот благодаря ему я сыграл «Грозу», и сыграл «Кудряша», и «Дачники», где моим партнером была Элина Быстрицкая. Звезда в то время мега просто. А я еще должен был играть любовника ее. И первая сцена, которую мы должны были репетировать, я ее должен был завалить на сток сена и поцеловать. Но вы представляете, что такое 25-летний молодой артист и мегазвезда? Сколько дублей было, признайтесь? Так и не получилось. Очень много коллег, которые присутствовали, все рвались и говорили: дайте я покажу. Дайте я покажу. А сегодня я показываю, как готовить татарские треугольники. Да, да, вот я уже такие осваиваю. формочки у нас получаются. Да. И на них мы по чуть-чуть выкладываем начиночку и будем собирать в 3 уголочка. Так, Слово вот «ичпышмак», сейчас 3. Посмотрите, вот столечко. Можно еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Все-таки народный артист, можно побольше мяса. У нас ведь все, понимаете, Да, да, все учтено. все Надо учтено. экономить. И сейчас самый ответственный момент. Как же из этого всего получается тот самый известный на весь мир ичпышмак? Так, мы сначала защипываем одну сторону. Вот так вот. Так, Внимание. Затем соединяем. И легким движением руки непонятный с виду пирожок превращается в ичпышмак. Борис Владимирович, прошу. пробуем. Так. Ну вот. Что могу сказать? Браво! Вот. У меня, правда, чуть-чуть побольше получился. Да. Ну, Ну, у вас опыта побольше. а у вас мяса побольше там. И можно, кстати, сделать косичку. То есть вот так вот на бок загибаем все это. То есть здесь дальше кому как нравится. Сейчас мы попробуем еще парочку сделать. А, Борис Владимирович, вот я слушаю вас, да, мне кажется, вот ваш голос, его можно узнать всегда и везде. Ну, это индивидуальность. Вот, это, мне кажется, вообще самая главная ваша отличительная черта. Да, ну, это каждый актер индивидуален, и каждый актер должен выработать свой голос. Вы работали над этим, нет? Обязательно. Обязательно. Потому что у каждого человека есть своя внешность, и под эту внешность нужно нарабатывать голос. Если бы я разговаривал тоненьким голосом, это я был бы характерным. А когда я говорю красивым баритоном, то все понимают, что я герой. Герой нашего времени. Так, пожалуйста, начиночку мне. Так. Борис Владимирович, более сотни ролей в театре, более 50 ролей в кино и более 50... 150 ролей в кино. Гафует или татарский, извините. Знаете, где-то на сегодняшний день где-то 158 Это- фильмов. И более 50 озвученных фильмов и мультфильмов. Один из них это мультфильм «Миньоны». Вот как вам эта сторона вашей деятельности? Вы знаете, конечно, уже как бы по статусу мне это дело не полагается. Но, тем не менее, я просто считаю, что актер, как и хороший пианист, должен все время гаммы гонять. Для того, чтобы его аппарат был всегда в хорошей форме. Вот поэтому я всегда с удовольствием иду на озвучку. Вы знаете, я не знаю, доводилось ли вам слушать или нет, «Король говорит». Была такая картина, где я озвучивал учителя короля. Это известный актер Раш. И этот фильм даже какие-то премии получил. И актер, который озвучил короля, и вот я, который озвучил его учителя. За что бы ни брался Борис Владимирович, везде есть признание, везде есть награды. А наградой сегодняшней нашей программы, я думаю, будет вкусный обед.
Итак, у нас практически финал. Да. Вот такие красивые эшпышмаки у нас получились. И мы отправляем их в духовку при температуре примерно 200 градусов на 45 минут. И затем будем обедать. Открываем. Вперед! Эшпышмак, треугольник. Замесили дрожжевое тесто, оставили его подниматься. Для начинки мясо и картофель нарезали мелкими кубиками и смешали с мелко нашинкованным репчатым луком, перцем и солью. Тесто разделили на небольшие кусочки, которые раскатали в лепешки. На лепешки выложили приготовленную начинку, края теста соединили в форме треугольника и защипали. Выложили на противень и выпекали в духовке 45 минут. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления настоящих татарских треугольников, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными впечатлениями. Итак, финал нашей кулинарной пьесы. Открываем духовочку, и аромат татарских треугольников сейчас будет с нами. Так, вот она. Вот видите, друзья, что могут приготовить два настоящих повара. Как вам? Вкусно. Так, сейчас. Вам сколько? 2-3? 2. 2. Отлично. Он еще и скромный. Ну и один из последних вопросов у меня остался. Расскажите нам, пожалуйста, про вашу страсть к цветам. Я знаю, вы выращиваете розы. Да, да, я очень люблю розы. Я считаю, что это как раз царица цветов. Это началось очень давно. Надо мной тогда, это еще во времена Советского Союза, надо мной очень смеялись, потому что когда мы приезжали на съемки, все бегали, покупали какие-то сувениры, а я бежал на рынок и покупал розы. И когда мы обратно садились на самолет, то я нес сумку свою и корзину, в которой стояли горшочки с розами. Так получилось, что я практически везде, где был, отовсюду я привозил розы. Сейчас у меня 48 сортов на даче, но, к сожалению, вот сейчас времени у меня очень не хватает, я мало уделяю внимания цветам. Что же за напитки я для вас приготовил, спросите вы у меня? Да, я спрошу, но это, по-моему, бульон, насколько я понимаю. Совершенно верно. Пока мы делали треугольники, тайна от вас. Я приготовил куриный бульон. Замечательно. Мы туда добавили немножко зелени. И, в принципе, некоторые приготовки треугольника тоже открывают его и добавляют туда бульон. От этого он бывает сочнее. Ага, понятно. Кроме этого. А что это? Вот Это расскажи. второй секретный напиток всех татар. Называется коток. Котык. Ну, Котык. ряженка, простокваша. Это Молочная. русские интерпретации, да. Но я предпочитаю котык, потому что именно с ним жирная пища усваивается вдвойне легче и вкуснее, кстати. Ну, Будьте здоровы. ай, Вкусно. вкусно? Да. И самое главное, полезного сейчас обжигает. Татар говорит, бисмилля рахман рахим, перед приятного аппетита. Ошлар гостям болсын. Опа. Мо. Хотя бы одно слово, как? Это словами выговорить нельзя. Дорогие друзья, Это когда можно только эмоциями. народный артист не может подобрать слово, это говорит одно: блюдо получилось на славу. Ура! Я рад, что наше блюдо вам понравилось, но это еще не все. От партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю вам мега-супер подарок. Настоящий татарский казан. На всех изделиях Кукмарского завода металлопосуды имеется литой фирменный знак. Покупайте только оригинальную посуду. Готовьте с удовольствием. Вот это здорово. Спасибо большое. Треугольники практически съедены. Посмотрите на нашего гостя. Это можно делать бесконечно. А я лично, что еще хочу сказать? Во-первых, большое спасибо, что нашли время и заглянули на нашу кухню. Я надеюсь, как говорят татары, не последний раз. Алла верса, увидимся еще. До новых встреч. Ну и татар халагашлары бик тамле хам файдал у нас говорят. Что в переводе означает: Борис Владимирович, приезжайте еще. Спасибо большое. Я хочу вас поблагодарить. Мне было очень интересно. Я познакомился с татарской кухней. Это очень все вкусно. И
До новых встреч, дорогие друзья. Я с удовольствием приеду снова. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Сау был Дузлар. Пока-пока.